Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку, предпасхальную отсыпочку на такую тему. Правда о вашем будущем. Какая правда откроется вам в преддверии этого прекрасного светлого праздника. Всех верующих поздравляю со светлым воскресением Господним. Мои хорошие, загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вам откроется. Пусть в преддверии светлого праздника правда придет. Вот какая она есть, пусть придет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какая же жизнь у вас тяжелая. Знаете, прямо аж сердце кольнуло. И грудь сдавливать стала. Очень тяжелая жизнь. Много вам пришлось в жизни и пострадать, и помучиться. Очень много козней каких-то вот идет и от темных сил, и от злых людей. Ну вот не могу сказать, что жизнь была легкой и счастливой. Не могу сказать, что вот прям давалось, да, вам свыше. Нет, нет. За все приходилось бороться, драться, сражаться тяжелым трудом, знаете, как кровью и потом вы по кирпичику выстраивали свою жизнь. И вот постоянно какие-то вот нехорошие люди, да, проявлялись и пытались разрушить ваше строение, да, вашу жизнь пытались разрушить. Выбивали кирпичи, воровали кирпичи, подрывали, ну, делали, что могли. Что могли. А вы очень терпеливый человек. У вас выдержка просто вот как железобетонная. Все терпели, все молчали, все надеялись. Да? Терпением вас Господь, конечно, наделил. Но видите, вы какие-то как грехи отрабатывали, либо испытания проходили. Вот мне идет картинка, что это были испытания. Обычно, чем светлее и добрее душа, тем больше получает испытаний. Именно в испытаниях закаливается душа, и дух укрепляется. У вас этих испытаний как целый океан, да, вот если сравнить, то объемом с океан, честно, так много всего было. Еще вижу, что много плакали, потери вижу в вашей жизни, потери, которые, ну, буквально подрезали вам крылья. Любимых людей могли терять причем как навсегда, так и, например, люди могли оказываться не теми, кем изначально казались, да, люди могли портиться, истинные лица свои открывать. Много, конечно, вам пришлось перетерпеть, много вынести на своих плечах. Почему-то мне еще идет картинка, человек на себя всю семью взвалил. То есть как бы, да, вот и кормить, и воспитывать, и обеспечивать, и ухаживать, да, вот все на вас как будто бы выпало. Женщину вот показывают, всю жизнь бедненькая, страдала, работала, вообще любви в жизни не видела, как света белого даже не видела. То есть каких-то там красивых вещей, нарядов, отношения. Вот не было такого любящего, заботливого к вам. Натерпелись, конечно, очень тяжело в жизни пришлось. У кого-то жизнь вообще разорвана на кусочки, клочки. Показывает мне сильную личность, сильный человек, не могу сказать, мужчина либо женщина. Вы многого добились, причем сами никто не помогал. И только вы вот почувствовали, что наконец-таки более-менее заживу, тут раз и что-то случилось, как будто бы все рассыпалось, как карточный дом. Рассыпалось, да. Ой, как больно было. Вам казалось, что все, жизнь в моменте закончена. Кто-то вот любил, да, но... Ах, не могу, я не могу собраться силами, чтобы произнести. Это так больно, это так страшно.
Ну, как сердце из груди вырвали, да, вырвали сердце. Либо человек отправился в мир иной, ну, либо человек вот прям предал с предательством, и сердце ваше вырвал, да, даже как не то чтобы пожалеть, даже какой-то укор был в вашу сторону, что это типа ты сама виновата, либо ты сам виноват. Вот как-то так еще было сказано. То есть вам причинили какую-то бесчеловечную боль, и еще вас и упрекнули, да, этим. Какие-то ужасные картинки. Не знаю, конечно, как вы выжили, как вы на ногах держитесь, что дает вам силы дальше идти. Ну, у кого-то, да, дети, которых нужно вырастить, поставить на ноги. А у кого-то, например, родители, да, и у ваших родителей уже кроме вас никого нет. Кто-то вот жизнь посвятил животным. То есть, скорее всего, у вас есть животные, возможно, вы вот бездомных животных собираете, либо отказников животных. И вы понимаете, что если не вы, то кто, да, и где окажутся эти несчастные хвостики. И так жизнь была у них не сладкой. Очень тяжело. Прям, ну не знаю, плакать хочется, я не могу. И в сердце вот как что-то острое вонзается, не могу понять. Кстати, у кого-то могут быть и проблемы, да, что вы так много трудились, так много работали, себя не жалели. И в жизни сейчас ничего не имеете, кроме огромного букета из болезней. Да, вот тоже очень тяжело. Непросто, конечно, очень непросто. Вы не понимаете, за что. Но я уже сказала, да, это были ваши испытания. К сожалению, так устроено в мире, да, что только лишь через испытания дух крепнет, да, и душа развивается. Ваша душа уже так укрепилась, да, дух так укрепился, душа так развилась, что дальше некуда. Я не знаю, утешит вас это или нет, но вы все свои испытания, все уроки уже прошли. А кто-то вот подходит к концу, да, завершение идет. Смотрите, что открывается вам в Пасху. Я не делаю отсыпку в Пасху, я не гадаю в такие великие праздники. Это видео я записываю накануне, потому что ну, это неправильно. Да? В Пасху люди должны праздновать, веселиться, прославлять Бога, а не гадать. Смотрите, видите, вот дерево, конечно, такое немножко потрепанное жизнью, обломанные ветки, оборванные ветки. Видите, тут кто-то подпиливал, тут кто-то подгрызал, тут вообще молнией ударило. Вот оно, большой ствол этого дерева, вот они, ветки пошли. Дерево как будто бы вот должно было умереть много раз, да, много раз. И молния била, и эти дровосеки приходили, рубили, и кто-то пилил, и там животные подгрызали. И казалось бы, все, нет жизни в этом дереве. Но видите, вам высшие силы водичку льют. Водичку очень целительную. И корни начинают оживать. Да? Вот впитывают в себя эту живительную водичку, оживают. И энергия как будто бы по дереву вверх идет. Видите? Видите, почки показаны. Почки, которые раскрываются. Да? Вот листочки новенькие появляются. Это дерево, как вы. Дерево, которое пытались сломать, пытались уничтожить, но не вышло. Да? Не вышло. Вы выстояли. Вы выстояли. И корни ваши выдержали. И теперь у вас как второе дыхание открывается. Вот как я говорила, да, этап испытаний заканчивается. У кого-то уже закончился. И у вас как новая жизнь впереди. Новая жизнь. И в этой новой жизни у вас очень интересные события показаны. События, свидетелем которых вы точно станете. Ну, на ваших глазах, да, в вашей жизни это будет происходить. Смотрите, кто бы что ни говорил, как бы вы себя сейчас плохо не чувствовали, но вот он, ваш рассвет. Сейчас как предзакатное состояние, а вот он рассвет. Вы ночь переживете, и жизнь ваша в рассвет окунется. И солнце начнет подниматься все выше и выше, все выше и выше. А солнце ведь дает стимул к росту, к жизни, всему живому. Смотрите, я вижу, что у кого-то из вас впереди большая любовь.
Да, вы можете мне написать, что мне не нужна любовь, я уже не верю в любовь, любви не ищу, любви не хочу. Но так положено, так решили высшие силы. Вот большая любовь идет в вашу жизнь. А человек, который рядом с вами будет, похож на прекрасную птицу. Не могу сказать, что это за птица, но птица большая, крупная, сильная, с очень длинными крыльями. У кого-то отыграется, что человек, возможно, откуда-то издалека, да, на длинных крыльях к вам прилетит. У кого-то отыграется, что, в принципе, человек может быть и иностранец, да, либо живет в какой-то другой стране. И также у кого-то еще может отыграться история длиной в жизнь, что вы когда-то, например, были знакомы, либо когда-то между вами были отношения, но вот тогда не получилось. Зато сейчас получится. То человек уже летит в вашу сторону, уже летит, чтобы сесть на веточку. Это птица. И также я вижу, что это человек, ну вот у него намерение, да, вот для чего он идет в вашу жизнь. Не только любить вас, не только стать там мужем либо женой, а идет, чтобы вас согреть, да, чтобы отогреть ваше сердце. Сердце ваше замерзает. Замерзает от боли, замерзает от разочарования, от предательства, от всего того, что вы пережили. Человек отогреет ваше сердце, а это самое главное. С горячим сердцем жизнь ведь по-другому сложится. И даже если вот сейчас вы, например, болеете, плохо себя чувствуете, это все потому, что сердце холодное. А когда сердце согреется, то и жизнь ваша продлится, да, и болезни не будут такими, да, они вообще будут вас обходить стороной, злые люди будут обходить стороной. Человек не только согреет, но вот еще мне идет, что защищать вас будет, защищать ото всех, кто вредит, вредил, либо захочет вам навредить, у вас как еще защитник появится. Если вы мужчина, смотрите мою цыпочку, просто переворачивайте на себя, защитница появится, понимаете, женщина. Вот, счастье здесь показано, причем счастье длиною в жизнь. То есть с этим человеком у вас долгая жизнь впереди, долгая и счастливая. И еще показано, что вы вместе как что-то начнете. И в этом начинании вы очень многого добьетесь. Какой-то совместный как проект, совместное хобби, совместный бизнес даже может быть у кого-то. Ну, что-то совместное. Вообще мне вас показывают двоих в коронах. Короны, во-первых, это статус, это положение, это достижения, это награды. И также короны часто говорят о том, что будет и религиозный брак. Да? Не только перед людьми вы заключите союз, но и перед Богом. Да? В глазах Бога вы тоже будете мужем и женой. Такой прям сильный знак. Ну и также корону у нас кто носит? Люди привилегированные, люди, у кого жизнь полная чаша, да? Непростые люди носят короны. Вот и вы вдвоем в коронах стоите. Замечательный знак. Дальше, с левой стороны, тут как будто бы на ветке висят люди, как повешенные висят. И, ну, как знаете, когда рыбу сушат, да, вот их там на леску надевают, либо на веревку, они туда-сюда на ветру болтаются. Эти люди в свое время самоутверждались за ваш счет. И эти люди воровали из вашей жизни, эти люди губили вашу жизнь. И смотрите, вы увидите конец этих людей, вы увидите, как эти люди в беспомощном таком состоянии никак не влияют на свою жизнь, а то, что они вот у вас отобрали, либо у других людей еще отобрали, вот они все это потеряют. Вот гонялись всю жизнь за какими-то благами, а по итогу без ничего останутся. И вы это будете видеть, вы это будете наблюдать. То есть ваши враги и недоброжелатели будут повержены, будут платить за свои преступные деяния. Вам суждено это увидеть. Причем увидеть буквально вот каждого, да? Каждого, кто в свое время так или иначе вас обидел, вас зацепил, вас задел, стал причиной вашей боли либо ваших слез. И даже если вы забыли про каких-то людей, высшие силы ничего не забыли. И покажут вам, вот реально покажут,
Ну, может быть, еще и вы от кого-то конкретно услышите рассказ, ну, очень подробный, как будто бы сами своими глазами видели. Болтаются эти люди, их много. Их много, больше, чем вы сейчас можете вспомнить. Да? Вот если вы сейчас сядете и начнете вспоминать, кто вас когда обидел, вы, ну, наверное, и половины не вспомните. Вы добрый человек, вы открытый человек, вы умеете отпускать, вы умеете прощать, вы умеете забывать. Но высшие силы знают все, причем в мельчайших подробностях. За каждого человека знают все. Вот, даже вот что думал человек, знают. И поверьте, каждый ответит, каждый заплатит, потому что здесь очень много кто висит. Здесь огромное количество. И тут и не только там женщины, мужчины. Их очень-очень много. Дальше, видите, домик показан с левой стороны. Тут именно как домик, да? Вот она крыша, вот окно, дом. Это дом. И еще показана 8. За спиной. Вот вы стоите спиной к этому дому. Это дом. Ой, извините, немножко испортила домик. Ну ладно. 8. Тут 8 может и время показывать. Знаете, как 8 недель, 8 месяцев. И может и 8 лет показать на самом-то деле. Вы все разные. Ну вот, скорее всего, да, это время. И у вас будет вот этот дом, дом вашей мечты, дом вашего счастья, ваше родовое гнездо. Может, вам есть где жить, но вы, например, мечтаете о каком-то вот, не знаю, загородном доме, либо о домике у моря, да, может быть, в какой-то теплой стране, в безопасной стране. Но видите, дом есть, дом показан за спиной. Если мечтаете, то точно будет. Если у вас, ну, допустим, у кого-то из вас, да, была ситуация, что вас лишили вашего дома, то через 8 периодов вы можете вернуться, там, не знаю, отстроить, либо получить этот дом, либо, может, еще что-то там произойдет. Но за спиной это значит, это вопрос решенный. То есть это не перед глазами, что нужно за это бороться, там, страдать, не знаю, строить, копить деньги. Нет, за спиной это как-то придет, это данность. Вот так должно быть и так будет. И еще, мои хорошие, я вижу здесь по 8 у кого-то из вас работа, да, скорее всего, работа, деятельность, которая позволит вам, ну, приобретать недвижимость, допустим, да, может быть, вы не себе хотите, вы хотите для детей, да, у вас там несколько детей, вы понимаете, что детей нужно жильем обеспечить, да, то есть через работу, через какой-то ваш труд вы сможете обеспечить своих детей именно жильем. Неважно, сколько вам лет, никогда не поздно зарабатывать, никогда не поздно. И возраст вообще не показатель в этом случае. Так вам написано, видите, через 8 дом за спиной, как решенный вопрос. Все это ваше, это факт. Еще, мои дорогие, показывают у кого-то наследство, но наследство, за которое придется вам с кем-то, с какой-то худой лисой, вам придется за это наследство, я так понимаю, судиться. Возможно, кто-то будет оспаривать это наследство, ну, либо кто-то будет тоже претендовать. Ну, люди разные бывают, знаете как. И вам придется, возможно, судиться. Да, судиться. Но с другой стороны, ну, как бы, если на вас оставили, да, есть документ, вот, последняя воля, завещание, то там, конечно, да, нервы немножко потратите на все эти суды. Но с другой стороны, ну, если ваше, то вашим и останется. Но судиться с вами какая-то голодная лиса будет. Ну да, голодная, потому что хочется, а лиса, потому что хитрый человек. Скорее всего, права не имеет, но попробует. Скажет, почему бы и нет, я попробую. Ну и зря, потому что лиса еще худее станет. Да? Я так понимаю, что все судебные издержки падут на эту лису. Вот. И, в принципе, уже там подтвержденное решением суда ваше право на это наследство. Дальше, мои хорошие.
показывают странную такую картинку. Видите, птица в руки для мужчины и для женщины. Почему-то еще вот как ребенка, либо детей показывают, каких-то маленьких таких персонажей. Может быть, речь идет о каких-то документах. Может, это какое-то письмо счастья для всей семьи. А может быть, документы, а может, вид на жительство, а может, вообще гражданство. Что-то будет. Что-то будет именно не для одного человека, а как для всех, да? И для маленьких, и для взрослых. Ну вот птица прям прилетит, прям в руки садится. Вам не нужно ее искать, вам не нужно ее ловить. Она сама прилетит и в руки сядет. Хорошая птица. Дальше показывают про большую удачу для мужчин и для женщин. Но, смотрите, эта удача, она настолько вот непредсказуемо ворвется в вашу жизнь, что вы, возможно, даже не сразу и поверите в это. Да, вот какой-то супер удачный момент, либо счастливый случай, везение какое-то колоссальное. Вы как будто бы фонтан находите. Этот фонтан бьет из земли и бьет выше вас ростом. Какой-то ресурс мне идет даже, наверное, какой-то ресурс. Что-то такое, что не каждому дано, не с каждым произойдет, но с кем произойдет, это прям действительно колоссальное везение. Источник. Почему источник? Ресурсы какие-то, возможно. Что-то, что сейчас, в принципе, в голову не может прийти, и о чем вы, может, даже и не знаете, да, что такое в жизни бывает. Как говорят, век живи, век учись. Ну вот прям фонтан вам бьет. Это с левой стороны показано. Повезет, то повезет, да? Ну и слава Богу. Дальше. Я вижу, что вы что-то свое сможете назад вернуть. Только не могу понять, что что-то свое. Может, у вас кто-то что-то забрал, украл, отнял. Что-то, что вам принадлежит, оно к вам вернется. Какая-то вещь, какой-то предмет. И этот предмет, он очень необычный. Когда эта вещь, либо что предмет вернется, вы прям поймете, о чем речь. Может, он вас защищал, может, оберегал, может, силы вам давал. Может, вообще это предмет, который связывал вас с вашим родом. Какой-то необычный мне идет предмет. Также, мои хорошие, смотрите, какую рыбу тут показали. Видите? Большая рыба, красивая. Сама из воды выпрыгивает. А у вас в руках какая-то мелкая рыбка. Даже непонятно, что это такое. Видите? Мелкая, как головастик какой-то. А вот она, настоящая большая рыба, из воды выпрыгивает. Какие-то заработки, которые буквально найдут вас сами. Да? Вам будут предлагать, либо вы узнаете, попробуете, и у вас получится. У кого-то еще идет какая-то мощная материальная поддержка. Ну, допустим, поддержка от вашего партнера. То есть вы не работаете, а ваш партнер работает и поддерживает вас материально. Может быть, это поддержка от детей, которые растут же, начнут работать, начнут строить карьеры, становиться успешными, богатыми людьми, да, и будут вас максимально поддерживать. Это очень хороший знак. Для кого-то из вас еще показан переезд, но вы как будто бы на птицах летите. Скорее всего, это куда-то далеко, и да, будете лететь на самолете. Справа вправо летите, понимаете? С вашей стороны вы еще и вправо больше берете. То есть переезд — это как, не то чтобы необходимость, а скорее как награда, да, награда и во благо спасения. Вот кто-то скажет: а у меня и так неплохо, да, тут мои корни, тут мой род, и я не хочу никуда переезжать. Но, допустим, да, там, где вы живете, может быть максимально опасно, нестабильно, либо еще что-то произойти. И вылетите, да, из этого места, на птицах полетите и на новом месте свою настоящую жизнь найдете.
стабильную, спокойную и абсолютно безопасную. Почему-то вот момент опасности показан. Как будто бы угли начинают тлеть, разгораться, да, вот бывает, костер тухнет и угли тухнут, а тут наоборот, как будто бы они тлеют и начинают разгораться, и пламя поднимается. И в этот момент вы взлетите и куда-то вот как перелетите, переедете, да. У кого-то, в принципе, так случилось, что вы бы и рады уехать, но нет возможности, нет средств, вы не знаете, куда вам ехать. Нет у вас каких-то знакомых и прочее, прочее. Но переезд, он случится. Так сложатся обстоятельства, что вы сможете уехать, переехать. И вовремя, да, пока костер еще не разгорелся, вот именно в таком ключе в этот момент вы будете переезжать. Так, еще я вижу, что вы что-то с собой будете делать. Что-то будете делать. Ну, кто-то, возможно, похудеет, кто-то, наоборот, как мышцы, мускулы, вот рельеф обретет, да. Кто-то, возможно, на какую-то вот операцию пойдет по улучшению, либо по здоровью, да, возможно, вам необходимо по здоровью, по показаниям операция. После этой операции, после этого вмешательства, после, там, не знаю, диеты, похудения, ваша жизнь качественно поменяется. То есть тут и самочувствие, состояние, и внешний вид, все совершенно по-другому будет. Еще мне идет, что вы будете очень как-то молодо выглядеть, моложе, чем, например, в молодые годы, не знаю, либо более привлекательно, чем в молодые годы. Что-то вот как преображение показано, да, преобразитесь очень сильно. Не надо писать, что у вас сейчас нет денег на лечение, на диеты, я понимаю. Но если вам это положено по судьбе, значит оно так и будет. И пути Господни, они неисповедимы. Если надо, так надо, да, так и придет. То есть вот кто-то будет просто вот меняться до неузнаваемости. Вот не узнают люди, вот настолько вы выглядите в лучшую сторону, да, можно же измениться и в худшую, а у вас именно в лучшую. И еще, мои хорошие, показывают рядом с вами человека, от которого у вас постоянно как, ну, не знаю, озноб, головная боль, боль, в принципе, сердечная, какое-то разочарование было. Человек, который может быть с дурными привычками, может быть у человека какие-то странные наклонности, там, плохой характер, неуживчивый. Я вижу этого человека по правую руку от вас. И это человек уже не боль и разочарование, а наоборот, как ваша радость и ваша гордость. Ну, допустим, да, может быть, это кто-то родной и близкий, кто, ну вот почему-то мне идут какие-то дурные привычки и особенности характера. То есть вы не можете отказаться от общения с этим человеком. Что бы этот человек ни делал, все равно это родной вам человек. И ну, как на себе этого человека тягаете, да, носите, потому что бросить нельзя, так не поступают там близкие, родные люди. И сейчас это как будто бы боль в вашей жизни, а в будущем это как радость и гордость в вашей жизни. То есть вот настолько диаметрально поменяется человек. Что поможет в этой перемене, я не могу сказать, не показано. Но показано, что это человек по правую руку от вас. То есть это и любовь, и доверие, и близость, да, вот какие-то такие вот самые светлые моменты. Что-то поможет. Да? Ну, высшие силы знают, как помочь, высшие силы знают, как вразумить. То есть этот человек, он не потерян, хотя кажется, что потерян. И да, ну, как чудо, наверное, коснется этого человека, полностью изменится. Изменится и будет вам помогать, будет вас поддерживать. Так, и еще, мои хорошие, ну, ваша жизнь, она долгая, я уже это говорила, да, дольше, чем у других людей, дольше, чем, например, там у ваших родственников. То есть в этом смысле вы немножко как в сторону ушли. Какие-то вот родовые, эти как генетические заболевания,
то, что передается по родовой системе. Вы не подвержены этому, вы выше этого стоите. И жизнь у вас долгая, потому что вы так долго мучились и страдали, а теперь вы должны пожить по-настоящему. То есть душа должна радость и счастье в жизни испытать, наверстать все то, что было упущено, все то, что было отобрано у вас. Очень много интересных событий впереди. А вот кто думает, что жизнь подходит к закату, вы очень сильно ошибаетесь. Прям очень сильно. Ваша жизнь, настоящая жизнь, она ведь только начинается. Буквально вот начинается. Первые как будто бы такие маленькие шажочки вы в эту новую жизнь делаете. Конечно, еще будут переживания, будут там ближайшие несколько месяцев, там, год-два, какие-то такие моменты, где и побороться нужно, и где там придется, конечно, себя брать в руки. Но с другой стороны, вы честно себе будете говорить, положа руку на сердце, что жизнь меняется. И теперь я по-настоящему ощущаю жизнь во всех ее красках, во всех ее прелестях. Очень хорошая отсыпка. Здесь вот первая часть, она очень трагичная, зато верхняя часть, она очень счастливая. Так что, мои хорошие, все еще будет, еще поживем. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.